Здравствуйте, я Илья Колмановский, это проект «Параллели». Техноблоги кишат обсуждением мысли, которая многим кажется катастрофической. Использует ли американская полиция беспилотники на территории США для слежки за собственными гражданами? Слухи поползли в связи с охотой на свихнувшегося полицейского убийцу Кристофера Дорнера, которого по заявлениям безымянных полицейских таки ищут с беспилотников. Работая с этими утечками, пресса быстро выяснила, что уже 2 года назад полиция Лос-Анджелеса использовала беспилотники для обнаружения группы из 3 преступников, то есть факт доказан. Новые технические средства всегда пугают. Мало нам камер видеонаблюдения, так скоро вообще не останется никакой приватности, обеспокоены многие хранители гражданских ценностей. На фоне этих новостей интересно посмотреть, куда движутся новые разработчики беспилотников, какое конкретно обличие сможет принять большой брат в ближайшие годы, раз уж он действительно так пристально смотрит на тебя. Черные осы – так называются совершенно новые норвежские беспилотники, которые уже начинают применять британская армия в Афганистане. Вес 16 граммов, миниатюрная видеокамера, заряд на полчаса полета, GPS. Давайте посмотрим, как действующий военный собирается использовать таких ос. Замечательная вещь, особенно для разведки. Смогут ли такие беспилотники действовать сообща, следить за целой группой злоумышленников, даже если они разбегутся, сыпать целым градом отравленных дротиков? Я вспоминаю фантастический рассказ Станислава Лема, в котором на одной планете царил такой рой из миллионов кремниевых организмов, в сумме составлявших сверхразум. Кажется, именно этот фантастический сценарий уже наступил. Профессор Даниэл Ли из Университета Пенсильвании демонстрирует удивительно скоординированные фигуры пилотажа, выполняемые целой формацией крошечных беспилотников. Посмотрите. С вами был Илья Колмановский, проект «Параллели». До новых встреч!